Здесь нам задали такой вопрос. Некоторые говорят, пишут, что якобы в Коране, но там перепутали. Что в Коране Марьям перепутана с другой Марией, Марьям сестрой Моисея и Харуна. Моисей это пророк Муса, Харун тоже пророк, который был вместе с пророком Муса, алейхиссалям. И они доказательства приводят суру 3 Аль-Имран, 35 аят, и 66 суру Тахрим, 12 аят, где говорит, мать Марьяма называется женой Имрана, и где Марьям называется сестрой Харуна. Действительно, сурату Аль-Имран мать Марьяма называет женой Имрана. Но в другом аяте там про Харуна нету, там не упомянуто, там называет Марьям дочь Имрана. И сейчас я буду читать вот эти два аята, и мы все сами узнаем, что действительно в этих аятах никаких противоречий нету. Вот первый аят сурату Аль-Имран, Всевышний Аллах говорит, бисмиллахир рахманир рахим, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. Смысл этого аята, вспомни, говорит, когда жена Имрана, она сказала, Рабби инни надарту лака, о Всевышний Аллах, я, говорит, делаю надру тебе, то, что в моем чреве, то, что внутри у меня вот насчет ребенка говорит, мухарраран, я, говорит, это даю ради Аллаха, чтобы этот ребенок, он оставит все мирское и полностью будет делать ибадат ради Всевышнего Аллаха, я, говорит, делаю надру. Ты прими, говорит, это от меня, поистине ты все слышащий и все знающий. Вот этот аят, жена Имрана, Ханна, и она не могла иметь детей. И однажды она, когда увидела птицу, которая кормит, смотрит за своим птенчиком, она захотела тоже как бы в сердце ребенка. И сделала дуа, чтобы Всевышний Аллах дал ей ребенка. И Всевышний Аллах ответил на дуа Ханна, она была женой Имрана, и она забеременела Ханна. И в это время Ханна, когда у нее была вот ребенок, она сделала вот это дуа. Я говорю, делаю, если Всевышний Аллах, ты сохранишь то, что у меня внутри, и будет, если родится здоровый ребенок, я, говорю, делаю надру, что он оставит весь вот это мирские все дела и полностью будет делать ибадат. Вот так она сделала надру, и она родила Марьям. Марьям это мать пророка Иса, алейхиссалям. И следующий аят, сурату Тахрим, вот это тоже прочитаю, бисмиллахир рахманир рахим. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. И Марьям, дочь Имрана, которая сохранила свой аурат, и мы, говорит, дули из нашего духа, ангел Джабраиль дух, и она уверовала в речь Всевышнего Аллаха и его книги, и она была из тех людей, которые подчинялись Всевышнему Аллаху, из тех женщин, которые подчинялись Всевышнему Аллаху. Вот в этих двух аятах никаких противоречий нету, как здесь у нас задают вопрос. Там про Харуна тоже никак не упомянут. Как бы насчет того, что Марьям является сестрой Харуна, там нету. Здесь есть, что Марьям дочь Имрана. И в первом аяте тоже жена Имрана, Ханна, и она как бы родила Марьям. Здесь наоборот все, никаких противоречий нету, никаких путаниц нету. Я думаю, путаницы и противоречия есть в голове тех людей, которые ищут в Коране противоречия. И ни в коем случае в Коране противоречий не могут быть, потому что это речь Аллаха. И сколько уже лет, сколько тысяч лет, более 1400 лет уже был ниспослан Коран. И многие люди, которые были против Аллаха, они как бы искали противоречия в Коране, и никто не мог найти противоречия в Коране.
и даже не сможете дальше тоже найти, потому что это речь Аллаха. Потому что это речь Аллаха, путаницы и противоречия в головах тех людей, которые ищут противоречия в Коране. И насчет пророка Муса, насчет Харуна, между ними, между пророком Иса, алейхиссалям, и матерью Марьям было 600 лет, около 600 лет. И поэтому, действительно, и у пророка Муса, алейхиссалям, тоже был отец Имран. Пророк Муса, алейхиссалям, был сыном Имрана. И Марьяма отец тоже был Имран. Этот Имран, другой Имран, который там пророка отца Муса Имран. Имран, который родила Ханна Марьям, и от Марьям родился наш пророк Иса, алейхиссалям. А это Имран пророка Муса, алейхиссалям, отец пророка Муса, алейхиссалям, это уже было 600, уже до 600 лет до этого тоже. Вот поэтому здесь противоречий мы не нашли. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля.